Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». И я представляю гостя в студии. Иван Сухарев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по собственности, земельным и имущественным отношениям, фракция ЛДПР. Иван Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции мы с вами встречаемся для того, чтобы подвести промежуточные итоги. А на этот раз это апрель. И апрель достаточно знаковый месяц именно для партии ЛДПР. Да. В первую очередь, конечно, хотелось бы начать с поздравлением всех наших православных жителей республики с наступающей Пасхой, с окончанием Великого Поста, и напомнить всем гражданам республики, ну и страны в целом, что именно партия ЛДПР выступала с инициативой сделать следующий день после Пасхи выходным днем. Поэтому я от имени депутатов фракции ЛДПР, от себя лично и, конечно, от имени председателя старейшей в истории партии современной России поздравляю вас с наступающей Пасхой, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и, главное, конечно, мирного неба над головой. Что касается апреля, конечно, это знаковый месяц для ЛДПР. И 6 апреля прошло ровно 3 года с момента, как от нас ушел великий, а для кого-то и ужасный Владимир Вольфович Жириновский. И сейчас его наследие ни у кого не вызывает никаких сомнений. Все его уважают. И рейтинг его после его ухода от нас, трагического ухода от нас 3 года назад, уже прошло даже больше времени, сейчас его прогнозы, его авторитет только возрастает. В связи с тем, что даже те вещи, которые он говорил об отношениях Трампа, о действиях Соединенных Штатов и вообще о геополитической ситуации в мире, за которой мы так остро следим, и которую волнует большинство граждан России, тем более многие участвуют в специальной военной операции, родственники, знакомые, соседи. Конечно, это поднимает авторитет и Владимира Вольфовича, и в целом нашей партии. Еще раз повторюсь, старейший, нам было 35 лет, ЛДПР. И надо понимать, конечно, что заслуга в том, что кто-то пытается вести переговоры с Россией, это заслуга не президента Трампа, безусловно. Это заслуга президента России и заслуга нашей армии. Потому что наши победы вынуждают этого противника вести переговоры. Потому что разговаривать могут только сильным. Это мы понимаем, и об этом говорил Владимир Вольфович Жириновский. И до этого говорили, что единственными нашими союзниками являются армия и флот. То есть ничего не поменялось в мире, все происходит так, как было и раньше. И, конечно, нас ждет большое событие. Это день рождения. 79 лет Владимиру Вольфовичу исполнилось бы 25 апреля. По всей стране будут проходить различного рода мероприятия, посвященные этому великому событию. В том числе в Башкирии мы будем проводить турнир памяти Жириновского по настольному теннису, который будет проходить 25-26 апреля здесь, на улице Ленина, там, где расположена Федерация настольного тенниса. Поэтому всех приглашаем, приходите, как приходите, впрочем, и в приемную ЛДПР, потому что сейчас, завтра и послезавтра будет проводиться во всех приемных ЛДПР по всей стране всероссийский прием граждан. И именно общаясь, встречаясь с вами, мы узнаем о проблемах, которые есть, которые вас волнуют, и которые мы, конечно, стараемся обязательно решить, ничего не обещая. В этом сила ЛДПР, в том, что мы работаем не от выборов к выборам, как работают, к сожалению, большинство партий в России. Мы работаем постоянно. Отсюда и долголетие нашей партии. И в преддверии дня рождения Владимира Вольфовича также пройдет слет ЛДПР, который начинается 22 апреля и продлится вплоть до его дня рождения, 25 апреля. Сначала собирается молодежь в Русском районе Подмосковья. Со всей страны едут сторонники, члены ЛДПР, чтобы обменяться опытом. И, конечно, подготовиться к выборам 2025-го, и впоследствии, конечно, к выборам
2026 года, которые очень важны для нашей партии. Но важнее всего для нас, конечно, люди и помощь людям. А 23, 24 и 25 уже пройдет слет, где будут депутаты, где будут присутствовать уже Леонид Эдуардович Слуцкий. Я уверен, что все будет очень интересно и полезно тем, кто будет участвовать в этом слете. И я поздравляю тех, кто едет в Русский район приобщиться к культуре ЛДПР. Уже известна программа слета? Ну, я же сказал, вот сначала молодежь будет, потом депутаты будут читать различного рода лекции, в том числе и ваш покорный слуга тоже будет читать одну лекцию перед депутатами, активистами ЛДПР. На какую тему? Темы разные. Видите все, когда мы проведем слет. Это будет пока тайной. О каких законах и проектах готовы сегодня рассказать, над чем идет работа? Слушайте, ну, конечно, основная тема – это поддержка участников СВО. Вы знаете, да, что прошел у нас форум «Плечом к плечу». Вот сейчас буквально мы встречались с девочкой из Башкирии, Полиной Дудко, в штабе ЛДПР, куда я вас приглашаю. Это Советская, 18, в Уфе, ну и по всей республике также действуют у нас общественные приемные. Она делает очень важную работу, читает письма с фронта, письма на фронт, выезжает на линию боевого соприкосновения, ну и приезжает в госпиталь, читает им стихи, в том числе стихи военных лет, поет песни. Ну и, собственно говоря, поддерживает духовно наших воинов. Это очень важное направление. Тоже мы эту девочку заметили в ходе проведения этого форума «Плечом к плечу». Поэтому, ну вот здесь помощь, конечно, продолжаем. Ушел груз, гуманитарный так называемый конвой. Там были автомобильный транспорт, ну и то, что нужно нам на фронте. И в первую очередь нашим бойцам прямо от здания Государственной Думы туда, на линию боевого соприкосновения. И, конечно, ну, и практическую помощь оказываем, и в том числе, конечно, мы вносим соответствующие законопроекты. Мы знаем, что очень большой проблемой является не только для участников специальной военной операции, но и для наших пенсионеров – это протезирование зубов. И мы предложили тоже бесплатно эту услугу оказывать всем участникам специальной военной операции по всей стране. Такой опыт уже есть в Московской области. Это достаточно дорогостоящая процедура. Ну, если вы зайдете в любую клинику стоматологическую и посмотрите, сколько это стоит, но это неподъемные деньги для наших граждан. Поэтому эту проблему, этот перекос надо убрать. Везде должны быть одинаковые условия. Эту услугу оказывают ветеранам Великой Отечественной войны, но их осталось очень мало. И военным, которые имеют стаж 25-летний. Но мы считаем, что эту практику надо распространить, конечно, и на тех участников СВО, которые сейчас позволяют нам здесь сидеть в этой студии спокойно, не опасаясь чего-то, и, собственно говоря, ходить под мирным небом. Но, конечно, ведется также работа с семьями, с детьми, с женами, с матерями участников СВО. Оказываем помощь в поиске без вести пропавших. Ну, Леонид Эдуардович лично занимается уже вопросами обмена пленных. Занимается совместно с Минобороны, понятно, с уполномоченным правам человека. Это очень важная, на самом деле, работа. Мы направляем много запросов в депутаты. Обращений действительно много. Проблем хватает, но, я считаю, мы справляемся. Понятно, что мы пережили непростое время. Мы пережили ковид. Мы пережили, я имею в виду партию ЛДПР, уход от нас великого человека, лидера партии, основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского. Сейчас идет специальная военная операция. Тоже непростой шаг, но вынужденный для нашего президента, для всей страны. Огромные ресурсы тратятся, конечно, на это. Огромные выплаты идут в том числе погибшим, пострадавшим.
специальной военной операции нашим воинам. Ну и мы стараемся и психологически, конечно, оказывать поддержку. Работают центры правовой помощи по всем субъектам. Так что приходите, обращайтесь, мы постараемся вам помочь. Ну и, конечно, с другими вопросами люди обращаются. Это вот, я считаю, основные направления, потому что у нас немножко есть некий перекос. Вся страна 2 недели обсуждала какого-то техника, который техники никакого отношения не имеет, да, то есть, а имеет отношение к наркотикам. А проблема на самом деле есть. Но так получилось, что после расформирования госнаркоконтроля, как будто вместе с ликвидацией этой организации исчезла и проблема. Проблема сохранилась. Я не так давно был в Дагестане. У них остро стоит эта проблема. Я курирую 7 субъектов. Мы все можем увидеть видео, да, то есть где-то в Телеграме. Кто-то еще до сих пор как-то там пользоваться может Ютубом, обходя закон и запреты. Но между тем, мы все видим видео какие-то страшные, то есть наркотики присутствуют. Но мы не видим ни социальной рекламы, направленной против этого бедствия, ни каких-то еще вещей. То есть всегда же легче предупредить чего-то такое вот страшное, нежели потом лечить. То есть меры первичной профилактики. И, конечно, это воспитание детей. Опять же, вернувшись к теме образования, да, мы понимаем, что надо возвращать престиж профессии учителя. И, к сожалению, у нас есть проблема заработной платы учителей. Я говорил об этом в ходе кампании в сентябре, когда я баллотировался на должность главы республики. И, конечно, эту ситуацию надо выправлять. Понятно, что огромное количество ресурсов сейчас уходит на специальную военную операцию. Но то, что происходит с детьми, это же очень такой длительный процесс, и от этого зависит будущее нашей страны. Ведь не зря существует фраза, которую приписывают там то одному, то другому человеку по поводу того, что учитель выиграл войну. А мы видим, что учителей заставляют извиняться перед школьниками, которые что-то сделали негативное. Этот опыт есть и в Башкирии. Дети отказываются стирать даже с доски какое-то уравнение, говоря о том, что это не их обязанность, и у них есть права. Ну, как-то вот здесь тоже надо работать. Мы этим тоже занимаемся в ЛДПР. Но материальная сторона поддержки учителя – это очень важная задача. Ее надо тоже решать. Со своей стороны, то есть мы эту проблему поднимаем с самых высоких трибун. И, конечно, в Башкирии эта проблема тоже существует. Вот. Ну и в целом, конечно, проблем много, в том числе с выдачей жилищных сертификатов. Мы знаем, скандалы были по всей стране, когда люди приезжали, получали гражданство. И каким-то образом, я уверен, что с помощью коррупционных каких-то моментов, получали возможность получить жилищный, извините за тавтологию, сертификат на руки. Мы со своей стороны тоже занимаемся этой проблематикой. Очень серьезно смотрим на проблему замещения коренного населения мигрантами. И, конечно, на все эти коррупционные проявления. И мы предложили, не касаясь, конечно, вот наших территорий Белгородской, Курской областей, понятно, что Луганской, Донецкой, а касаясь других территорий, только после того, как человек, получив гражданство, проживет здесь на территории России 10 лет, он имеет право на получение жилищного сертификата. Ну, это вот вкратце то, чем мы занимаемся. Спасибо огромное, Иван Константинович, что вы пришли сегодня к нам в студию. Вот так вот незаметно пролетело время нашего эфира, но я надеюсь, что нам еще будет что обсудить с вами в следующей программе. Обязательно. Очень мало времени. До свидания. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.